Министерство спорта Коми объявило итоги конкурса «Моя республика. Спортивная республика» за 2022 год. Это ежегодная оценка результатов работы спортивной отрасли по основным показателям. Конкурсная комиссия определяет победителей заочно на основании представленных документов. В номинации «Лучшее государственное и муниципальное учреждение физкультурно-спортивной направленности» лучшей стала Сосногорская школа Олимпийского резерва. Значимое мероприятие республиканского уровня, которое дает оценку именно всей отрасли физической культуры и спорта по городу Сосногорску в общем и целом. То есть здесь работа не одного человека, это и работа тренера. Это и работа спортсменов, это и участие родителей. Учреждения оценивают по количеству среди воспитанников, призеров спортивных мероприятий, спортсменов-разрядников, кандидатов в мастера спорта и по некоторым другим показателям. Спортсменам, которые хотят проявить свои возможности дальше, показать свой лучший результат. Это и дает хорошую мотивацию тренерскому составу. У нас так уникальные тренеры, которые на сегодняшний день вкладывают не только умения и знания своих воспитанников, но и душу. Они находят каждому свой индивидуальный подход. Поэтому я думаю, что эта мотивация идти вперед, не останавливаться на достигнутом, для каждого из нас. А в номинации «Лучшие спортивные сооружения» сразу два сосногорских спорткомплекса вошли в тройку победителей. Ледовый дворец «Звездный» взял золото, а физкультурно-оздоровительный комплекс – бронзу. Объекты входят в состав спортивного комплекса «Химик». Мы стараемся держать все это на уровне и, в принципе, уже не в первый раз завоевываем определенное место, входим в тройку победителей. То есть, если мы в позапрошлом году были вторыми и третьими, да, то есть разные наши учреждения, это ФОК, там Аюва, Метеор, то в этом году у нас первое и третье место. Нужно держать планку, хочется держать ее, да, и сделаем все, чтобы наши учреждения были на уровне. В этой номинации учитывается количество проведенных мероприятий, число посетителей, а также инфраструктура спортивных объектов. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Ученица третьей школы Устинья Гурьянова стала победителем регионального этапа конкурса сочинений без срока давности. Его цель – сохранение памяти о трагедии жертв военных преступлений в период Великой Отечественной. Работа Устиньи «Трудное детство» признана лучшей среди сочинений учеников 5-7 классов. В основе повествования – рассказы про бабушки, которая в 1,5 года вместе с семьей оказалась в немецком концлагере. Работа была написана под руководством учителя Нины Евсеевой. Сочинение написано очень правдоподобно, потому что это на реальных воспоминаниях человека. Стилистика повествования о бабушке, она сохранена. И может вот как раз такое сочетание актуальной темы, такого животрепещущего сюжета и искренности и позволили работе выйти на первое место. Ученицы Нины Николаевны в этом конкурсе сочинений участвуют уже 5 лет. Некоторые из них выходили в финал регионального этапа. Устинья признается, что, слушая историю про бабушки, не могла сдержать слез. Победа в конкурсе для школьницы оказалась неожиданностью. Я сначала не верила в то, что я победила, потому что я писала это сочинение впервые. Эмоции были радостные. Я была счастлива. А Мария Есинская из 4-й школы стала призером конкурса среди учеников 8-9 классов. Преподаватель Олеся Ризик предложила Марии написать о судьбе педагога Сары Черняевой, которая в детстве пережила блокаду Ленинграда. Меня шокировала жестокость фашистов и то, как они относились к людям, которые хотели просто жить мирно. Должна быть большая выдержка и вера в лучшее, и сила духа. Качества человека, такие как доброта, готовность помочь другим, всегда играли важную роль. Для работы было собрано много материалов: интервью с Сарой Семеновной, ее биография, архивные фото.
Олесе Васильевне героиня повествования не чужой человек. Это учительница с большой буквы. Она работала и на Нижнем Удосе, и в поселке Канашьёль была директором, когда я была маленькой девочкой. Вот. Она филолог. И так получилось, что в этой школе мы оказались уже взрослыми. То есть я уже была взрослой учительницей, тоже выучилась на учителя русского языка и литературы. И 2 года она здесь работала. Мария написала сочинение в формате личного дневника. Конкурсная комиссия по достоинству оценила формат и проделанную работу. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В России стартовал первый этап ежегодной акции «Сообщи, где торгуют смертью». Он продлится до 24 марта. Акцию проводит Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Цель этой акции заключается в том, чтобы привлечь как можно больше гражданского населения в борьбу и противодействию незаконному обороту наркотиков. Так что нацелено на то, чтобы общественность сообщала в отдел полиции о том, что имеется какая-либо значимая информация. Соответственно, мы ее получаем, обрабатываем и уже действуем в рамках закона Российской Федерации. Если вы узнали о совершенном или готовящемся преступлении, правонарушении, либо вам стало известно о склонении, употреблении и распространении наркотиков, а также о лицах, причастных к организации наркопритонов, о местах изготовления и употребления наркотиков, можно обратиться в полицию и сообщить об этом. Можно звонить в дежурной части МВД России по городу Сосногорску, можно звонить на телефон доверия, можно звонить в дежурную часть по Республике Коми. Все телефоны выставлены в интернете. Можно звонить круглосуточно. Дежурная часть работает 24 часа. Представляться при этом не обязательно. Позвонивший имеет право сохранить анонимность. Сотрудники полиции призывают граждан не оставаться равнодушными и проявить ответственность, ведь сообщение в правоохранительные органы может спасти чью-то жизнь. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск.